Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Жители Якутска, в частности водители, жалуются на плохую уборку дорог от снега. Надзорные органы проверяют работу коммунальных служб. Свободная площадка для творческой деятельности. В селе Маган открыли интерактивное пространство «Кворум». Гражданские выходные Нерюнгри посетили представители Министерства по делам молодежи, помогли некоммерческим общественным организациям. В Доме культуры «Ритм» села Маган открыли интерактивное пространство «Кворум». Оборудованные помещения предназначены для коллективной творческой работы, мастер-классов, курсов и различных тематических мероприятий, как для детей, так и взрослого населения. Проект реализован в рамках программы «Креативная перезагрузка» окружного центра народного творчества. Согласно ей, до 2032 года будут оборудованы еще 16 креативных пространств в домах культуры городского округа город Якутск. В первую очередь мы хотим расширить кругозор и привлечь сюда население, как можно больше населения, разновозрастное. Детей, подростки, молодежь, потом людей такого бальзаковского пожилого возраста, чтобы каждый здесь нашел себе занятие по душе. Приближаются новогодние праздники, дальше откроется мастерская Деда Мороза, там очень много разнообразных мастер-классов. Федеральный центр поддержит проекты ТОР Якутия. Напомним, заключено 27 соглашений, общий объем инвестиций превышает 12 миллиардов рублей. В планах создания более 1500 рабочих мест. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков посетил несколько резидентов и оценил их преимущества. Проект резидентов направлен на развитие местного производства в сферах строительства, ЖКХ и сельского хозяйства. Это огромное и сложное дело — создавать новый бизнес, новое производство, платить людям зарплату. Это огромная ответственность, бороться за рынки. То, что у резидентов Торг-Кангаласы это получается, это отрадно. У меня позитивное сохраняется ощущение от всего увиденного. С нашей стороны мы берем на себя ответственность поддерживать всеми мерами государственной поддержки, которые есть в программе по развитию Дальнего Востока. В парламенте Якутии завершила работу согласительная комиссия по инвестиционной программе на ближайшие годы. Напомним, на реализацию программы в следующем году с учетом дорожного фонда определено почти 32 миллиарда рублей. В 2023 году более 36 миллиардов, а в 2024 порядка 10 миллиардов. Планируют построить, отремонтировать или приобрести по инвестпрограмме 53 объекта и 2,5 километра автодорог. На программу переселения граждан из аварийного жилья до 2023 года направят 30 миллиардов рублей. На строительство объектов по федеральным проектам до 2024 года планируют выделить в сумме почти 8 миллиардов. От депутатов и правительства поступило более 150 поправок в инвестпрограмму. Практически все из них были приняты. По газификации в целом была поправка народных депутатов, это касается софинансирования строительства магистрального газопровода Кызылсыр, 84-й километр. Сумма на 3 года почти миллиард рублей. Ну, там, с маленькими, скажем так, изменениями эта поправка была внесена и со стороны правительства. То есть в нем есть как раз точные цифры из соглашений с федеральной властью, да, по софинансированию. Северо-Восточный федеральный университет с рядом компаний проводит испытания грузовиков. Связанные со спецификой арктического климата, испытания входят в число проектов, заявленных вузом по федеральной программе «Приоритет-2030». 4 грузовика сидельных тягача Mercedes-Benz Actros с прицепами каждый день в соответствии с программой испытаний и заданием должны будут ездить по маршрутам, проходящим по региональным и федеральным дорогам. Команда СВФУ, состоящая из водителей и инженеров, участвует в оценке параметров работы машин и помогает в разработке технических решений, которые позволят эксплуатировать грузовики данной модели в северных широтах. Жители Якутска, в частности водители, жалуются на плохую уборку дорог от снега. Сегодня прокуратура столицы вместе с управлением ГИБДД отправились в рейд, чтобы проверить работу коммунальных служб. Материал Дмитрия Тымырова.
Улица Петра Алексеева, участок от перекрестков с Лермонтова и Пояркова. Видно, что снег здесь очистили недавно, но некачественно. Оставили неубранную полосу в почти полметра от бордюра. Это сужает дорогу, а значит создает опасную ситуацию для участников дорожного движения. А вообще дорожные и коммунальные хозяйства как часто должны содержать, вот именно... По мере необходимости, в зависимости от состояния уличной дорожной сети. То есть в том числе учитывая и погодные условия, и иные обстоятельства, которые мешают нормальному дорожному движению. Совместные рейды по дорогам столицы региона контрольно-надзорные органы решили выехать из-за многочисленных жалоб от горожан. Сегодня мероприятие проводится совместно с прокуратурой по части зимнего содержания, обеспечения безопасности дорожного движения в тех местах, там, где у нас выявлены недостатки по зимнему содержанию. После окончания снегопада фиксируется ненарушение и выдаются соответствующие предписания, либо составляется административный материал согласно Кодекса административных правонарушений. Ряд нарушений сразу на нескольких участках дорог. Предписания в отношении коммунальщиков. Таковы итоги этого рейда. Городская прокуратура напоминает, контролирует уборку улиц от снега не только специалисты, но и сами горожане. В случае обнаружения некачественной работы коммунальных служб жители столицы могут обращаться к ним. Граждане, естественно, могут обратиться в случае, если они устанавливают какие-либо нарушения, видят и фиксируют их, могут обратиться как в отдел ГИБДД МОМВД Якутска, так и в прокуратуру города Якутска. В случае, если коммунальщики не будут реагировать на предписания контрольно-надзорных органов, то их ждут штрафы для руководителей от 20 тысяч рублей до 200, а для юридических лиц от 200 и выше. В целом же контролировать уборку и содержать улицы города в чистоте и в порядке – это работа службы эксплуатации городского хозяйства. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Дорога и алкоголь несовместимые. В Намском Улусе проводят профилактическое мероприятие с таким названием. Всего в районе с начала года зафиксировали 38 дорожно-транспортных происшествий. По вине пьяных водителей в ДТП пострадали 12 человек. С начала операции «Дорога и алкоголь несовместимы» задержаны 4 пьяных водителей. А больше всего нарушителей пойманы ночью и в выходные дни. Всего с начала года в Намском районе задержано 159 пьяных водителей. В отношении 18 водителей возбуждены уголовные дела за повторное управление транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. К большому сожалению, в данное число входят и несовершеннолетние, а также женщины. К другим темам представители Министерства по делам молодежи посетили Нерюнгри с проектом «Гражданские выходные». У некоммерческих организаций появилась прекрасная возможность узнать о реализации гражданских инициатив. Продолжит Ирина Кичигина. Проект «Гражданские выходные» – это лучшая региональная практика в Российской Федерации. С 2019 года в рамках проекта команда из Якутска выезжает в районы республики, чтобы из уст в уста передавать важную информацию о развитии некоммерческого сектора. У представителей общественности есть возможность познакомиться, обменяться своими идеями, мыслями, проблемами и запланировать совместные проекты. Есть хороший результат проведения гражданских выходных. Он заключается в том, что после того, как в район приезжает вот такой десант, после этого подача проектов на гранты главы республики, фонд президентских грантов увеличивается кратно, и в том числе увеличивается количество победителей. А это говорит о том, что деньги на развитие социальной сферы в районе приходят вот оттуда, откуда, грубо говоря, не ждали. Сам механизм проведения гражданских выходных разбит на 2 части. Первая – это выступление приезжих спикеров. Обычно это крупные региональные общественные организации и представители ресурсных центров, таких как Ассоциация консультантов, финансистов и аудиторов, которая с 2016 года работает для развития некоммерческого сектора республики. С тех пор, как мы стали ресурсным центром, также еще сопровождаем победителей, которые получили гранты. И в последние годы мы еще работаем над информационной открытостью некоммерческих организаций. То есть полный комплекс услуг оказываем для того, чтобы некоммерческие организации
победили и реализовали проект успешно. Во второй части проходит индивидуальное консультирование местного сообщества о том, как нужно регистрировать организацию, писать проекты, подавать на грантовый конкурс, находить финансирование внутри муниципального образования, работать с общественностью и информационными партнерами. Этот проект, несомненно, будет пользоваться поддержкой граждан, ведь он дает практическую возможность обратной связи с региональной властью и помогает продвинуть актуальные предложения. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Республиканская выставка анималистического искусства «Живая Арктика» стартовала в художественной студии Союза художников Якутии «Арт-Сити». Выставка получила широкий отклик среди художников. Зрителям представлено около 90 работ. На выставке побывала наша съемочная группа. На памяти членов Союза художников это первая картинная выставка, посвященная Арктике. В экспозиции представлены живописные полотна, написанные в разных стилях. Тематические статуэтки, вырезанные из дерева, кости и рога лося и северного барана. Также изумляет бижутерия и предметы декора, исполненные в витражной технике. Работы представили многообразие фауны Севера. Выставка позволит зрителям по-новому увидеть красоту отражающего мира и задуматься о сохранении природы. Вот, допустим, когда интересовался, читал различные статьи, там смотрел и много видел, что, допустим, белые медведи, да, ходят, там много мусора, какие-то заброшенные поселения, где там бочки, опять же мусор тот же самый лежит. Как бы затронуло это все. Сначала хотел такого плана что-то нарисовать, но сама идея как-то сильно не развилась. Вот, и в другое русло уже ушел. И вышло, в общем, как бы потревожили. Лежал там после прогулки, либо кормежки, там уснул и проплыл уже сам ледокол, разбудил. Хотелось такой какой-то момент показать в работе. Тема выставки неожиданно получила большой отклик среди художников. Впервые на участие в мероприятии поступило более 100 заявок. Всего же экспозицию пополнили порядка 90 работ, выполненных 47 авторами. Каждый житель нашей республики, и не только, действительно осознал ценность Арктики как неприходящего и природного, и культурного наследия. И каждое живое существо – это тоже часть нашей северной культуры. И это очень хорошо видно в работах художников, с каким трепетом они изображают, и насколько разные изображения тех же оленей, медведей, лошадей. Видно, что все это у нас, придается этому очень большое значение, одушевлено. Выставка входит в цикл мероприятий «Арт-Альянс» при поддержке гранта главы республики. Проводится в художественной студии Союза художников Якутии «Арт-Сити». Ознакомиться с представленными произведениями можно до 5 декабря. Марфирина Алексеева, Григорий Николаев, Якутск. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.